День добрый, господарство. Живе Беларусь! Мне вельмі складана, як і усім. Я хочу просто разделить свой боль. Я доведался, что моего сябра, близкого сябра, можно сказать, одинаго, затрымали, и зараз ему светит 7 год. Я другий тиждень тут, другая моя акция, и я просто хотел бы подяковать вам, Богу, за то, что вы делаете, за то, что вы пришли. Я бы хотел закликать, коли я могу это сделать, как мы не спынялись. Буквальная система, якая зараз у Беларуси, она не спыняется ни на хвилину. До другого моего сябра пришли. До маці, до жонки, але не знайшли його, яна не спиняється. Тому дякую за те, що ви виходите. Я просто хотів, щоб нас почули, щоб нас стало більше, щоб ми знову вийшли на повестку дня. Живе Беларусь! 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 Дякую, родные мужные, дякую вам. Тут спикеров много. Здравствуйте. Я тоже не так давно переехал в Варшаву. Хотелось бы поговорить, наверное, о чем-то хорошем. Хоть когда-нибудь, потому что много негатива довольно звучит. И мне вспомнилось, наверное, третий день, это было 11 число, когда на Каменной горке даже не успели собраться, были выстрелы, все разбежались, и я еду домой и чуть не плачу. Думаю, не может быть. 3 месяца мы шли к этому дню, и за 3 дня нас просто на корню разогнали. Не может быть, чтобы все закончилось. Однако через несколько дней на Комаровском рынке вышли девушки. А буквально в следующее воскресенье несколько сотен тысяч человек вышло только в Минске. Я думаю, вот это да. Неужели мы все собрались и победим? Ну нет, мы не победили в тот день. Ну, думаю, наверное, следующее воскресенье, вот если соберемся, победим, а так и не победили. Ну, неужели протест заглохнет? Все, опять все, к чему мы шли, закончится буквально сразу. Однако мы выходили 3-4 месяца, были большие акции. И я хочу спросить, посмотреть и сказать вам, уже прошло 1,5 года. Вы только представьте, 1,5 года. 1,5 года каждые выходные собираются здесь люди. Постоянно идет сопротивление там, внутри Беларуси. И я знаю это, потому что сам недавно оттуда. Что сейчас происходит во власти? Сейчас будет у нас референдум. И мы все говорим о том, что и демократические силы, о том, что этот референдум не народный. Он не для народа, он создавался не народом. Однако давайте поставим себя на место власти. Вы думаете, для власти этот референдум нужен? Вы думаете, 1,5 года назад они задумывались об этом референдуме, который создает прецедент двоевластия, который ставит под сомнение, мы и так все знаем, что он нелегитимный, но а так еще и в верхушке власти уже он сам себя не будет признавать президентом. Кто его знает, что будет после референдума? Я призываю всех, хочу, чтобы все пошли и все сказали своим друзьям с Беларуси и знакомым, чтобы все шли на референдум. Портили бюллетени, делали все, чтобы этот референдум был не признан. Однако мы все понимаем, к чему это приведет. Но давайте не будем останавливаться на достигнутом. Давайте и дальше собираться. К чему-то это приведет. Живи Беларусь! А есть еще кто-то хочет сказать что-то? Тогда мы предлагаем сделать общее. Давай я скажу тоже по поводу референдума. На, поснимай. Тебя поснимать? Ну да. Всем добрый день. Антон Гусейнов, активист, правозащитник. Значит, история, не буду долго говорить, потому что все мерзнут. По поводу референдума хочу сказать, что я был наблюдателем на выборах, я смотрел, как все происходит, как они фальсифицируют, как они закрывают своими задним местом урны, как они уносят
кабинеты данной урны, происходит опечатывание, но опечатывание проходит за закрытыми дверями, они приходят толпами, и сколько они захотят, столько они бросят. Сколько вы не порите бюллетени, сколько вы не приходите, все равно за вас все равно выбор сделают. Если бы вы не пришли 9 августа... Я понимаю, но все равно мы можем прийти показать, прийти с табличкой показать, что мы против. На них давление нужно оказывать именно тем, Ну кто давление что-то тем делает. более, но я говорю, что даже сколько, допустим, не вкидывай вот этих листов А мы сами не против, верим. они сжигают, они уничтожают и не вкидывают то, что им надо. Поэтому там беспредел будет продолжаться, референдум, как бы прав, в Беларуси прав нету, поэтому сколько ты не защищаешь человека, все равно они сделают так, как им это будет выгодно. Поэтому, ну, надо как бы поддерживать, писать письма, ну, как и все говорили, письма политзаключенным, мы ничего не сделаем, но государства, которые уже активировались, Евросоюз, который активировался, и страны НАТО, и Америка, я думаю, что мы можем передать, как говорят, отдайте в руки Господа то, что происходит сейчас, да? Ну, поэтому я так думаю, что они уже должны сами решать, уже главы государства. И мы сейчас ничего не сделаем, у нас ничего нету, ни оружия, мы ничего не сделаем. Мы здесь просто как бы беженцы. Мы временно здесь находимся. Не буду долго здесь держать. Но я ездил по судам, по административным защищал, много кого защищал, много есть средств массовой информации, по мне информации. И в том числе, как бы, я не афиширую то, что я занимался помощью. У меня помощь была круглосуточная, 24 часа на день, и принимал звонки. Ближе к делу холодно. Ближе к делу, да. Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Слава Украине и слава героям! И свобода политвязям! Свобода политвязням! Свобода политвязням! Живи Беларусь! Добрый день, дорогие белорусы. Вы уже все здесь родные. Я хочу сказать, что на самом деле, несмотря на то, что мы уже здесь беженцы, но мы тоже можем. Мы можем вспомнить в канун Рождества тех детей, которые остались в Беларуси, у которых родители не могут поздравить Рождество. Сегодняшний пример мужчины, папы кубинца. Я не могла смотреть без боли, как сын просто уничтоженный стоял и не хотел отпускать папу, а папу депортировали из Республики Беларусь. Папа 30 лет жил в Беларуси, а его разрывают с семьей. И 3 деток. И я хочу сказать, что, может быть, те, кто только приехали, им сейчас тяжело. Но есть те, которые, лично как я, мы уже приехали год. И мы можем сделать радость, праздник детям. Пожалуйста, не пройдите мимо, зайдите в Диссидент, обратитесь к Весну, но поздравьте хотя бы одну семью. Поддержите точно так же этого мальчишку, которого папу депортировали. Ему очень сейчас тоже больно, как и многим деткам в Беларуси. Поэтому мы это можем делать. А еще я тоже наблюдатель. Я специально пошла в школу наблюдателем, где были учителя, которых я хорошо знала, которые ко мне очень хорошо относились. Мой сын был девятошник, играл на цимбалах и занимал даже на международном конкурсе призовые места. В комиссии по наблюдателю, где я была, был директор музыкальной школы. Я на них всех смотрела им в глаза. Они все меня прекрасно знали. Я скажу, что я на них оказывала колоссальное давление. Они были все красные. Они хотели, естественно, обмануть, но все это все видели. Меня поражало, как реагировали на меня люди, как мне приносили кофе, 3 зонтика, когда пошел дождь. Но это время было все равно незабываемое, несмотря на то, что меня 8 сотрудников забрали в 16:00. И 9 и 10 я провела в заключении. Но я хочу сказать, что обязательно нужно идти на выборы. Обязательно нужно показывать, что нас много. Их нужно приводить в состояние полного ступора, чтобы, может быть, у кого нет совести, мы и не найдем, но тех, у кого есть, она проснулась. Поэтому призываю всех идти и голосовать как угодно. Главное показать, что нас много.
Живе Беларусь! Всем добрый день, я из России. И мою страну, так же как и вашу, оккупировал диктатор. Кровавый, жесткий, жестокий, ненавидящий страну и народ. Ребята, надо бороться, и я очень хочу, чтобы и вашего президента, и моего президента судили, чтобы мы все были свидетелями тому, как нас насиловали, разгоняли, ненавидели, высасывали из нас кровь. Обязательно будет этот суд, и я верю, что Россия будет свободной. Свободу Навальному! Живе Беларусь! Живе Беларусь! И обязательно, Украина, прости нас! Украина, мирной, свободной жизни! Спасибо вам, друзья! Вы молодцы! Спасибо! Добрый день, уважаемые белорусы. Я бывший студент, меня отчислили еще весной. И я бы хотел вас проинформировать о том, что сейчас опять начались новые репрессии в отношении как преподавателей, так и студентов. Огромные списки поступают в администрации различных университетов для того, чтобы отчислить студентов или уволить высококлассных специалистов. Только в одном БГУ счет идет уже на сотни уволенных. Это те преподаватели, которые учили ваших детей, может быть, ваших внуков, братьев, сестер. Им нужна ваша поддержка, поскольку они не побоялись высказать свою позицию внутри университетов. Они поддержали студентов. И сейчас наше образование лишится многих людей, к сожалению, и им придется покинуть страну. Я прошу вас о том, чтобы, если у вас есть возможность, регистрировали факты давления на преподавателей и специалистов, для того, чтобы мир об этом знал, чтобы мы смогли оказать им всем необходимую поддержку и не оставить их одних. Им также сейчас тяжело, как нам было когда-то, когда мы покидали страну. Спасибо за внимание. Живе Беларусь! А чей поезд? Хорошо. Хорошо. Я предлагаю нам сейчас собраться, сфотографироваться, наше традиционное фото сделать. И на этом фото, вернее, не на фото, сделаем небольшое видео. Только что нам в чат сбросили белорусы Киева. Там сейчас одна из наших соорганизаторов акции, она тоже в Киеве присутствует. И они нам передали большой привет. Мы потом это на канале у нас запустим, если вы не против. Давайте передадим белорусам Киева, еще одной столице страны, которая приютила белорусов, Украине. Большой привет. Я думаю, что все мы связаны как-то с Украиной, потому что многие бежали через Украину. Я через Львов, например. Я была там 2 месяца. Прекрасный город. Я очень люблю Украину. Поэтому, пожалуйста, давайте соберемся здесь, сфотографируемся, а потом я предлагаю сделать нашу такую мощную цепь солидарности. Мы просто выстроимся хотя бы на 5 минут и посмотрим, как нас много. Потому что такие массовые протесты начались именно с цепей солидарности. Если вы помните, после нерегистрации кандидата Бабарика люди выстроились в огромную цепь солидарности в Минске, и они не боялись. И я помню даже свое фото в Инстаграме, где я писала: люди, приходите, пожалуйста, здесь не страшно. Теперь, к сожалению, страшно, но я думаю, что мы этот страх победим. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Когда диктатор сдохнет? Протест! Заглохнет! Когда диктатор сдохнет! Протест! Заглохнет! Когда диктатор сдохнет! Протест! Заглохнет! Когда диктатор
Что будем кричать? Киев! Слава Украине! Героям слава! Разом! І назавжди! Разом! І назавжди! Белорусы Варшавы передают привет белорусам Киева! Слава Украине! Разом! І назавжди! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Путина и Сашу в Нюрнберг!